Добрый вечер, дорогие ребята! Сегодня мы расскажем вам сказку, которая называется «Как цыпленок голос искал». Первый солнечный луч пробежал по дорожке, перепрыгнул через забор и заглянул под смородиновый куст. Там на зеленой траве лежало яйцо. Трак-трак-трак. Яйцо треснуло, раскололось, и на свет появился цыпленок. Добро пожаловать! С днем рождения! Доброе утро! Зашелестела трава, закивали цветы и замахали крыльями бабочки. Кар, что ты там пищишь? Ну и голос. Ничего не слышно. Голос должен быть громкий. Вот такой. Кар! 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 Прокаркала ворона, вспорхнула с ветки и улетела. Громкий голос — это хорошо, подумал цыпленок. Все слышат, но где же взять этот громкий голос? Пойду поищу. Большая зеленая лягушка сидела у катки с водой. Куа, куа, куа. Доброе утро! Не могли бы вы научить меня говорить так же громко? Куа, куа. Думаю, что тебе лучше поискать другой голос. И лягушка прыгнула в воду. Поискать. Но где, подумал цыпленок? Возле дома на солнышке грелась кошка. Она лениво потягивалась и облизывала двух крошечных котят. Простите, не могли бы вы мне помочь? Мне нужен громкий голос. Мяу, мяу. Такой голос тебе подойдет? Мяу, по-моему, он громкий. Во всяком случае, котята меня прекрасно слышат. Мяу. У вас очень приятный голос. Только мне нужен громкий голос, чтобы все слышали. Мяу. Тогда тебе надо обратиться к собаке. Мяу. Спасибо. Цыпленок обрадовался и со всех ног бросился к собачьей конуре. Он сунул туда голову и запищал. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Что случилось? Понимаете, у меня очень тихий голос. А я хочу говорить громко-громко. Научите меня, пожалуйста. Учись с удовольствием. Учись, и тогда ты сможешь охранять хозяина и пугать волков. А теперь ты. Что-то не получается. Извините. Придется поискать голос в другом месте. До свидания. До свидания. Да. Где это видно, чтобы такие малыши разгуливали одни? Где? Цыпленок быстро юркнул под лист лопуха. Нет, такой сердитый голос мне не нужен. Он подождал, пока гусь уйдет, и выглянул из-под листа. Ты что плачешь? К маме, к маме. Не плачь. Придет твоя мама. Ведь у тебя такой громкий голос. Не то, что у меня. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Кто меня услышит? Но это было не так. Цыпленка услышала его мама, курица. Куда ты пропал? Я отлучилась всего на минутку. Ты такой маленький. Тебе нельзя далеко уходить.
голос громкий или тихий, голос может быть любой. Только важно, чтобы голос был не чей-нибудь, а свой. Ты понял? Понял! Цыпленок обрадовался и запищал еще громче и радостнее. Так наш цыпленок нашел свой голос. Вот и сказки конец. Спокойной ночи, дорогие ребята. До свидания.